Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшик Шара. Первая партия автобусов, а именно 20 транспортных средств, приобретенных в рамках российской инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии, распределены по районам республики. В мероприятии принял участие президент Рауль Хаджимба. Всего будет закуплено 62 автобуса. Подробности в репортаже Саида Джарсали. 20 новеньких автобусов, поступившие в рамках российской инвестпрограммы, выстроены в ряд на площади Свободы. Все они будут переданы в районы республики. Первая поставка транспортных средств составила 20 единиц автобусов ГАЗ модельного ряда «Вектор Next», которые были сделаны по заказу в Республике Татарстан. До конца текущего месяца ожидается поставка еще 42 единиц нового пассажирского автотранспорта. Автобусы нужны, мы туристическая страна. Я думаю, что те города, которые получат сегодня эти автобусы, начнут эффективнее работать с транспортом на благо своей страны. В рамках программы планируется закупить в общем 62 транспортных средства на сумму 162 миллиона рублей. Комфортабельные автобусы имеют от 17 до 25 пассажирских мест. Экономичные дизельные двигатели. Уже на следующий день после распределения машины выйдут на маршруты городов и районов республики. Сегодня 20 штук поступило, 5 в Гагрский район, 5 в Гудаутский район, 5 в Сухум, 3 в Творчал и 1 в Ачимчиру, 1 в университет. Должны еще городских именно автобусов поступить 13, они все пойдут в город Сухум. После этого мы получим уже в начале июля 15 школьных и 14 сельских. Ну, сельские, чем они отличаются? Они чуть-чуть более проходимые, чтобы для наших дорог было. Школьные тоже там сиденья разные. Их уже распределять будет, соответственно, Министерство образования и главы администрации по своим заявкам. Таким образом, первая партия новых автобусов пополнит автопарки городов Сухума и Ачамчиры, а также Гагарского, Гудаутского и Ткорчалского районов. Одна новая машина досталась и новому Афону, который до этого времени не имел ни городского, ни школьного автобуса. На самом деле это был необходим. Как вы знаете, город курортный, особенно в летнее время. Люди фактически стоят в такую жару на дороге. Это наши горожане, плюс отдыхающие. Мы хотим этот автобус данный пустить от села Псецха до Приморского, до Источника. Спасибо всем, кто организовал, в первую очередь, руководство страны, которые на самом деле услышали нас и нашу просьбу. Особенно рады новым машинам те, кто будет на них работать. Водители автотранспортных средств завели их и сделали пробный круг на площади. Саид Джарсали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В апреле месяце текущего года вышли из строя насосы, которые должны перекачивать городские канализационные стоки на очистные сооружения в селе Нижняя Эшера, где затем происходит их очистка и выброс в море. Все это время работает аварийный выброс нечистот, и городская канализация прямиком вытекает в море. Как такая ситуация скажется на эпидемиологическом состоянии морской воды, как скоро будет решен вопрос неработающих насосов, выясняли наши корреспонденты. Жители Сухума и отдыхающие в столице туристы обеспокоены санитарным состоянием морской воды, учитывая, что аварийный сброс канализационных стоков в море в самом центре городского пляжа может вызвать вспышку сезонных инфекционных заболеваний. Несколько месяцев назад произошла поломка 2 крупных насосов, которые перегоняют канализационные стоки на очистные сооружения, расположенные в селе Нижняя Эшера. По словам главы столичной администрации Адгура Харази, трубы, по которым происходит аварийный выброс, были проложены еще в советское время глубоко в море, в 150 метрах от береговой зоны. Однако со временем они прогнили и протекают. Именно по этой причине канализационные стоки стали вытекать так близко от берега. Аварийный выброс нечистот – это мировая практика, к которой прибегали и раньше в чрезвычайных ситуациях, говорит Адгур Харази. Но из-за резких включений и отключений света моторы не рассчитаны на резкое выключение и резкое включение. И в этот момент, в один день, произошло так, что в апреле месяце сгорело 2 больших насоса стоимостью 10 миллионов. Они очень дорогие, и они, к сожалению, в наличии его ни в России, нигде в мире его нету. Они делаются только под заказ. Мы их заказали, президент тогда выделил 10 миллионов. Море имеет свойство все перерабатывать, никакой опасности для купающихся людей нету.
Это вот этот аварийный выброс, он был не нами придуман, но он еще был сделан в советское время. И в советское время большинство канализации уходило в море. Оно постоянно уходило в море. Как вы знаете, очистное было маленькое в тех же Эшерах, но оно было очень маленьким. Серьезное очистное сооружение было построено только по инвестпрограмме буквально 4 года назад. До этого все уходило в море, никакой опасности не было. Сгоревший насос будет заменен новым, который специально заказан в Дании. Но прибудет агрегат не раньше конца сентября. А второй насос, по словам специалистов, будет отремонтирован к середине июля. Детали к нему также заказаны в Дании. Сперва сгорел один насос, был у нас резервный в запасе. Мы его установили. И буквально через месяц, может быть, дней 20-25, сгорает второй насос. И мы остались с одним насосом. Один насос не вытягивает, не доводит вот эти вот жидкости до очистных сооружений в селе Нижняя Эшера. Вот эта канализационная насосная станция, это типовая насосная станция, предусмотрена, это не только в Сухуми или в Абхазии. Все типовые, все канализационные насосные станции имеют аварийный сброс. Ну, у кого куда, у кого-то где-то в речку, где-то во враг, где-то в море. Комплекс очистных сооружений Сухума был запущен в апреле 2016 года. Он рассчитан на обработку 30 тысяч кубических метров канализационных стоков в сутки. Расположены очистные сооружения в 13 километрах от Сухума в селе Нижняя Эшера. Туда стекаются нечистоты со всей столицы и некоторой части Сухумского района. На сегодняшний день комплекс функционирует в обычном режиме. Она не может не работать, понимаете? Если она не будет работать, вот все микроорганизмы, которые очищают канализацию, они умрут. Канализация – это для них питание, этих бактерий. Они умрут, а потом, если они умрут, их потом месяцами надо их выращивать. Или откуда-то привозить, откуда привезешь. И из-за этого мы всегда стараемся. У нас даже, чтобы сутки очистные сооружения останавливались, не было еще. Главный санитарный врач города Сухум Алла Беляева отметила, что служба постоянно отслеживает санитарно-эпидемиологическое состояние морской воды. На сегодняшний день все бактериологические показатели в норме. Вопрос временного закрытия пляжа пока не стоит, отметила она. Мы мониторим не каждый день мы не можем мониторить, во-первых. Во-вторых, ежедневное ничего не даст. Это процессы не такие, чтобы они менялись мгновенно в течение часа или в течение суток. Мониторинг воды происходит 1 раз в неделю. На сегодняшний день пока вода находится в пределах нормы. Что будет дальше, не знаю. Может быть, по результатам следующего контроля придется и запретить. Вот пока не знаю. Я не могу прогнозировать. Зависит от погоды, зависит от шторма, от многого зависит. Таким образом, аварийный сброс канализационных стоков – вынужденная мера. В данной ситуации санитарно-эпидемиологическая служба регулярно отслеживает состояние морской воды. И в случае возникновения угрозы здоровью граждан будут приняты соответствующие меры. Алиса Шамба, Степан Мартиросян, Томас Чиковани, Руслан Орлов. Абхазское телевидение. При поддержке Министерства сельского хозяйства Абхазии и Россельхозцентра по Ростовской области на территории республики продолжаются работы по лечению орехов фундука. На этот раз они проводятся в Очумчирском и Гулрыбском районах. О том, как проходит лечение сельскохозяйственной культуры и какие достигнуты результаты, в нашем следующем репортаже. В Абхазии более 10 тысяч гектаров ореха, и для многих крестьян выращивание этой культуры является основным источником дохода. В прошлом году от различных грибковых заболеваний ореха фундука пострадали почти все плантации восточных районов республики, и основная из них – мучнистая роса. Данное заболевание растений вызывается распространением различных видов микроскопических грибов-паразитов. Кроме того, появившийся в Абхазии в последние годы опасный вредитель мраморный клоп
также наносит ореху-фундуку большой вред. Чтобы спасти урожай, на территории республики продолжаются работы по борьбе с мраморным клопом и лечению сельскохозяйственной культуры. Специалистами Россельхозцентра по Ростовской области обрабатываются ореховые плантации Ачамчирского и Гульрифского районов. Представители Россельхозцентра не первый год сотрудничают с Министерством сельского хозяйства Абхазии. Их совместными усилиями достигнуты неплохие результаты. Однако, по словам министра сельского хозяйства Амирана Какалия, в этом вопросе необходима и поддержка ореховодов. Мы сегодня проводим несколько экспериментальных участков, ведем на территории Абхазии именно по ореху-фундуку, по защите ореха-фундука, плюс еще по борьбе с коричневым мраморным клопом. На сегодняшний день, по состоянию на сегодняшний день, мы наблюдаем резкое снижение мраморного клопа пока. Вот, будем ждать июля-август. И поэтому сегодня наша задача Минсельхоза по поручению президента помочь нашим ореховодам. Вот, то, что мы можем, это все делаем максимально. Но при этом, пользуясь случаем, хочу сказать, что наши крестьяне тоже должны нас услышать. Новая технология, новые современные методы ведения. Вот мы вплотную работаем с нашими крупными ореховодами. В этом году, не хочу сглазить, мы ожидаем неплохой урожай. Но при этом еще раз хочу сказать, что наши плантации обработаны неправильно. Вот. Нам нужна современная обрезка, надо проводить. Кроме того, орех-фундук неправильно посажен. Рубить его нельзя. Некоторые крестьяне говорят, что об уничтожении и так далее. Эту культуру надо сохранить. В основном лечение сельскохозяйственной культуры проводится с применением различных химических препаратов, которые имеют побочные эффекты и могут повлиять как на растения, так и на здоровье человека. На этот раз впервые был применен препарат под названием экстрасол, не содержащий вредных веществ, в котором было обработано около 200 корней ореха. Сегодня заложен опыт на участке. На этом участке 5 рядов обработаны микробиологическим препаратом, который содержит в себе живую культуру бактерий. Бактерия Bacillus subtilis – это препарат. Эта бактерия, она уничтожает патогенные грибы, в том числе вот мучнистую росу, позволяет сдерживать рост заболеваний. Если фундук уже заражен какой-то болезнью, этот препарат в чистом виде не поможет. Им только нужно работать профилактически, обрабатывать с начала вегетации, может быть, за сезон несколько раз. В денежном выражении это не очень большая сумма, но в мире везде развито биологическое земледелие, производят очень много экологически чистых продуктов. Вот как раз этот препарат позволяет нам и снизить и финансовую нагрузку на производителей, на собственников этих посадок, и в то же время бороться успешно с заболеваниями. Как говорят специалисты Россельхозцентра, это только экспериментальный способ лечения. Для выявления эффективности данного препарата до обработки ореха ими на пробу были отобраны образцы. Через 10 дней для сравнительного анализа снова будут взяты образцы сельскохозяйственной культуры. При достижении положительного результата лечение ореха будет проводиться уже при помощи препарата экстрасол. Гугуца Вардания, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. В поселке Домбай Карачаево-Черкесской республики прошло открытое первенство Северокавказского федерального округа по Шинкёку-Синкай Кумите. В турнире приняли участие 180 спортсменов из КЧР, Краснодарского края, Северной Осетии, Дагестана, Ставропольского края и Абхазии. Сборную Абхазии представляли 27 спортсменов. Как сообщил президент Федерации карате Кёкусинкай Абхазии Виталий Чайтанава, по итогам проведенных боев абхазские спортсмены заняли 7 первых, 4 вторых и 6 третьих мест. Кроме того, команда Абхазии заняла первое общекомандное место и получила переходящий кубок Домбая. А сейчас о погоде. По сообщению Гидрометцентра, в Абхазии ожидается переменная облачность ночью и утром, местами кратковременный слабый дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью 19-24, днем 25-32 градуса. Температура морской воды 24 градуса. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире. Который когда-то был постаментом и наградой.